Заметили проблему? Хотите помочь другим? Зафиксируйте нарушение, отправьте на городской портал OneClick Якутск и следите за устранением. Сервис мониторинг проблем – удобный инструмент для улучшения жизни в городе. За 5 лет решено более 5000 вопросов. В один клик. Добрый день! Вы смотрите «Мониторинг проблем», выпуск номер 5. С вами Марика Амосова. Сегодня 20 марта городской портал OneClick и глава городского округа город Якутск Айсен Сергеевич Николаев делаем объезд по микрорайону Марха. Когда нас перевели, отопление наше перевели на теплоэнергию, у нас начались проблемы летом. Мы пользовались технической водой из труб, это для технических нужд. Мы, значит, мыли посуду, мылись, туалет, там, как говорится. А для питья мы заказывали через водовозку. В 2011 году мы сидели без воды, в 2015 году все лето без воды. Никто никогда не занимались, почему мы сидим без воды. Ну и бились, вот наконец-то вроде бы нам они осенью начали делать. Вот я лично, как говорится, столько лет все обращаюсь, и вот они начали делать это. Трубу там внизу, вроде бы сказали, что это правительство помогает, деньги выделяет. То есть у вас дом сейчас весь благоустроенный стал? Ну, он как бы не совсем весь благоустроенный, но холодная вода к нам в дом наконец-то пришла. Питьевая. Ну, у нас питьевая, да. Именно питьевая вода. То есть вот эта вот белая труба, да. это вот новая, да? Да, новая. Вот эта труба новая. Вот они ее на той неделе провели. Но они вообще-то сначала... Ну, покажите нам, да? Да. Сначала говорили, что как бы ну, по деньгам или как. Ну, потом всем провели вот все 5 домов. Мы видим вот такие вот бочки, емкости для воды. И это подтверждение того, что они здесь хранили воду, и воду можно было употреблять. Здравствуйте. Провели так сразу, все, и дом разводочку сделали. Да, нам нравится с водой. Посмотрите. Нормально работает? Я так долго боролась за это. И наконец-то пришло все в моем доме. Здравствуйте. Пиковые, наверное, потому что уже много же подключили. 12 домов. Ну, может, говорить, наверное, ночью. Зимний. Да. Я говорю, а Летний если вариант. все пустят, наверное, надо насос или что-то, но я в этом не разбираюсь. Да. Купил сразу ей машинку. Даже машинку купили. Сразу Ну, я купил. в этом не разбираюсь, говорю, Они только провели, мы сразу разводки Владимирович. стали делать и поехал за машинкой. Ну, я Мечта как, я жизни. мужу, ты ему. Наконец-то. Говорит, я помыла. Благодарны. Горка, я говорю, так у нас вода есть. Я, говорит, забываю. Спасибо вам, конечно, большое. Нормально стало? Нормально, вы знаете, машинку Машинка купила. работает. Еще вот сюда установим, еще мастер там, пока у нас работает, пока придет. Можно. А так даже очень довольна. Сразу пошла купила. В данное время подъехали на заводскую 19/1 по причине того, что жители данного дома жалуются на разлив фекальных вод, якобы септик, да, составляет опасность. Сейчас мэр города осмотрел ситуацию, дал команду его зарыть и восстановить порядок. Мы подъехали на третий адрес, Олега Кошелова, 66/1, микрорайон Марха. Дом находится в аварийном состоянии, и видим, что балки приспособили для подкрепления деревянного дома. Внутри квартир невозможно находиться, стены просто дыры, трещины вот такого размера, полы кривые, канализация полностью замерзла, все вытекло наружу. И жители говорят о том, что невозможно жить в этих домах, и никто не живет, и поэтому им приходится снимать квартиры в других местах. Сколько вообще у нас квартир здесь? 12, да? 12 квартир, да. Все живете, да? Нет, вот нежилые, получается, вот эта квартира, потому что здесь невозможно. Напротив квартира, прям вот очень большая дыра. Конечно, сейчас она закрыта, да, ну зима, мы же как-то жить должны. Поэтому мы там, естественно, утеплялись. Но вот здесь вот, и вот эти вот балки, они уже лопаются. Ну, то есть они не выдерживают. Это вот единственное, что у нас сделал управляющий еще, по-моему, 12-го года. Сейчас, да. А тогда была другая. Это тоже было сделано
подпорки сделаны, чтобы мы не упали друг на друга. Стена вообще снаружи, вот эта стена, она вываливается. То есть если вот так вот посмотреть вот сюда, вот видите, вот он, вот настолько дошло, да? Это все вот туда упало. Вот здесь во всей красе, как дом стоял, да, и как это все провалилось. Видите, полы провалились, стены упали. То есть здесь вообще никакого поддерживающего ремонта, ничего вообще не делали. Он начал расходиться с начала 2000-х. Мы просили капитальный ремонт. Мы прям умоляли, мы писали заявление, сделайте нам капитальный ремонт. Мы не просили новые квартиры, нам не нужно было это. Мы просили, разберите дом, соберите дом, да, мы согласны были выехать, чтобы вот это все сделали. Ничего не делалось. Игорь Васильевич, вы почему до людей не доводите, что у нас уже аукционные процедуры начались, что люди должны квартиру заполнить? Отец Сергеевич, вы здесь немножко задержали. С точки зрения людей, посмотри, они же сейчас в Неведении не живут, они думают, что они здесь будут жить вот до 2020 года, как и они говорят, так? Потому что Нет, вот такая спросили, о чем раньше говорили. Ну, в смысле, так вот, раньше-то это, раньше было так, да? Мы уже решили, друзья, вот еще раз, я решение все уже принял, так у нас вот и OneClick этот вопрос на контроле держит, они сюда приезжали, снимали. Вот. Мы что сделали? Мы сейчас за счет средств города объявили конкурс, и у нас ряд квартир сейчас покупается. Для исполнения судебных решений, для исполнения тех обязательств, которые у города есть, в том числе ваш дом, он включен в эту программу. Конкурс уже объявлен. В этом году. Не то, что в этом году. 5 апреля он уже... 5 апреля же. 9 апреля уже закончится конкурс, и у нас появятся квартиры, куда вы переедете. Ой, хорошо. Ой, большое спасибо. Спасибо.